Лидия Сидоровна Соколова – педагог по образованию. Всю жизнь проработала в школе, учила детей. Но уже в детстве у нее появился интерес к целебным свойствам растений. Многовековые знания, полученные от предков, Лидия Сидоровна применяет по сей день. Зачем я вот этими травами занялась, Помню, бабушки сидят на улице и говорят: ну-ка, детки, сбегайте в лес, принесите нам грибочки. Подмурский музеем земляное масло дать, а биологическое название сейчас уже саркосома шаровидная. Бегали в лес босиком, собирали эти грибочки. Помню, они сидят, пьют эти грибочки. Бабушки обычно на коленки накладывают, а лишнее дают нам, мы играли в войнушки. Ну хорошо, ведь этим грибом попадешь, уже никак не отмажешься. Все, попал я тебя, в войнушки-то играли. Не стоит забывать о приметах и поверьях, ведь народ всегда жил в союзе с природой. Интересно мне было, что за такие грибочки. Сейчас это уж все доступно, прочитали, да? В Красной книге споры созревают только через 7 лет. И я удивляюсь до сих пор, насколько удмурты, наши предки, знали природу. Как-то читала, что вот чипсон только у индейцев и у нас, удмуртов, да, это есть. И я думаю, что не хуже, наверное, знали индейцев эту природу. Вот мама говорила: что, мама, когда капусту садить? Она говорит: а вот березовые листочки будут с мышиного ушка, сей капусту. Вот знаете, они же все по природе. Лидия Сидоровна родилась в деревне Малая Огуречь-Пудга Волжского района. Нынче этой деревни уже нет. Вот я немного поинтересовалась историей. Эта деревня появилась в 1870 году. 3 брата Кузнецовых – Василий, Аполлон и Федот – уединились обычно, да, на починок и построили там деревню. Я пошла по роду Василия. Отец мой, Сидор Иванович, уже тоже родился там. И получается, вот что мои предки основали вот эту деревню Малую Огуречь-Пудгу. Очень интересное, конечно, воспоминание детства, босоногое детство. Одна улица, по обеим сторонам дома, а улица зеленая-зеленая. И вот помню вот эти теплые дождики, и такое счастливое мы бегали босиком, да, такое воспоминание о лете чудесное осталось. Деревня была очень дружная, маленькая, но дружная. Вот, например, перед Пасхой все женщины собирались и по очереди из дома в дом ходили, мыли дома. Ведь наши и стены, и потолки все надо было мыть, как мы говорим, веме, да, по-удмуртски. И вот они так мыли эти дома. Вот такое босоногое детство. И в школу я еще пошла из этой деревни. Помимо трав, Лидия Сидоровна занимается деревьями. По ее мнению, деревья, в особенности хвойные, волшебные. Не зря удмурты, например, выбрали молиться Богу и Мару сосну. Такое дерево шикарное. Ветки, вот разин мар, он верхний бог, да, деревья поднимают, ветки поднимаются вверх, вот и просят у Бога верхнего Ильмара молитвы. Так, второй бог – это Кылдыщин, береза, да, и ель. Ну, в разных районах где-то по-другому, но у нас обычно вот к Кылдыщину ель. И такие могучие деревья, насколько они полезны для человека. Вот возьмем просто сосну. Что сосна нам дает? Что за чудо такое дерево? Весной только наст начинаю собирать почки, сосновые почки. Не последнюю роль в сохранении целебных свойств у растения играет не только способ сбора, но и то, как оно хранится, говорит Лидия Сидоровна. Собрали сосновые почки, а потом уже появляются шишечки как у ели, так и у сосны. Вот у ели-то вот мы кушаем маленькие розовенькие, да, кзаузы.
Вот точно так же и у сосны. Они тоже очень вкусненькие. Потом сосна начнет цвести. Собираем пыльцу. Знаете, нет цены сосновой пыльце. 27 минеральных. Вот посмотрите, она какая. Сосновая пыльца. Очень интересная. Хранить ее, конечно, очень тяжело. Надо медом перемешать. Одна часть пыльцы и мед. Чуть попадет влага, она сразу твердеет, портится. Вот так сосновую пыльцу мы собрали и пользуем. Ну, при желании, конечно, кто как. С медом даже пол чайной ложки хватает на сутки. Чтобы найти то или иное растительное лекарство, нужен зоркий глаз и объемное знание законов природного мира. Живица сосновая. Ведь живица появляется на раненых деревьях. На здоровом дереве очень мало не найдете живицы. А вот раненое дерево, там течет живица. Сосновую живицу, конечно, трудно найти. Если вот идешь по лесу, там капелька просто висит. Я всегда говорю, не обязательно же эту живицу жевать, эту смолу. Просто проглотить, и она попадет в ваш организм. Точно так же пихта. Пихта, как и многие деревья, обладает не только целебными свойствами, но и магическими. Лидия Сидоровна вспоминает, как изгоняли нечистую силу из избы. Воспоминания с детства. Лежишь на палатях, мама печку затопила, печка прогорела, и печку подметают каким веником? Пихтовым. Помните? Не тоже, да, ведь пихтовым веником подметает эту печку, и по всему дому такой запах. Вот вам дезинфекция. Современным языком. А когда она подметала, например, эту печку, там же смолы растворяется, и вот эти караваи хлебные прямо на эту смолу. Видите, какой хлеб-то получается. И дальше интересно, а веник-то куда пихтовый? Веник пихтовый в угол. Почему? А в углу отрицательные силы, отрицательная энергия копится, а пихта это вся забирает. Стоит присмотреться и к повадкам животных. Для них растения не только пища, но и лекарства. Интересно, вот пихтовые опилки. Сколько людей болеют, да? И что интересно, годами копят болезнь, а хотят вылечиться за раз. Конечно, пошли в аптеку, выпили легко и быстро, чем эти травы и так далее. Вот пихтовые опилки. Просто использовать очень капроновый чулок наложили, нагрели вдоль позвоночника, например. Вот вам грыжа позвоночная. Сколько нынче этим страдают, да, эти? Или пихтовый отвар, опилки просто пихтовые. Можно кору, конечно, туда добавить к опилкам. Пихтовая живица. Я все говорю, вот лось заболел, он не бежит ведь в ветаптеку. Лось идет к пихте, сдирает зубами кору, и весь пищеварительный тракт очищается. А вот когда уже я в июне где-то иду в лес, смотришь, где же там гулял лось. Ведь недаром вот во время Великой Отечественной войны чем обычно лечились? Живицей. Солдат. Любая. Любая. Вот пихтовую, конечно, если собрать, там уже рано весной пузыри появляются под коркой, живица, шприцем вытягиваешь, да? Но я обычно вот капельки собираю. После лося там остаются следы и течет там живица. И собираю ножиком. А для мази я беру любую, что какую наберу.
Лидия Сидоровна делает не только целебные отвары, но и мази. Растения хорошо взаимодействуют с животными жирами. Из живицы я готовлю мазь. Мазь на внутреннем свином жире. Можно и на козьем, бараний жир. Вот, например, мусульмане вот в России, вот им можно на баранином или на козьем, да, ведь внутренний только должен быть. Тут тоже вот интересно, раз это внутренний жир, он куда пойдет обычно? Внутренние органы, да, эти. А вот эта живица со своими свойствами разными уже лечит наш организм. Для того, чтобы не было никаких побочных эффектов, человеку нужно знать свой организм. Тогда все будет хорошо, считает Лидия Сидоровна. Если добавить у пчел-то прополис, у многих аллергия. Поэтому я обычно спрашиваю, есть аллергия или нет. Если аллергии нет, значит еще там и прополис. Эту мазь добавляется. Головная боль, ноги, суставы, внутренние, да, хорошая мазь получается. Некоторые растения принимать внутрь совсем не обязательно. Оказывается, даже запах, источаемый травами, деревьями, способен исцелять болезни. Вот живицу собираем, смолу, не обязательно, я же говорю, жевать. В баню пошли, и вот эту смолу, живицу положите рядом с каменкой. И она начнет растворяться, и весь запах пойдет по бане. Сидите, дышите, совсем не жалко. Насколько прочищаются легкие, да, ароматерапия. При серьезной простуде помогают лишайники, растущие на деревьях. На пихте я собрала вот это лишай-бородач. Такие борода. Такая борода висит на веточках, видите? И вот точно так же на веточках лишайник. Видите, какой он красивый. Вот это бородач, а этот лишайник называется цитрария. Вплоть до того, что убивает туберкулезные палочки. Вот этот лишайник. От кашля, конечно, хорошо. При тяжелых недугах помогают шишки. А настой из сосновых шишек, если вот обычно я на водке делаю, после инсульта восстанавливает. Ничто так не помогает после инсульта, как вот настой этих сосновых зеленых шишек. Таблетки в одном месте лечат, в другом калечат, говорит Лидия Сидоровна. Поэтому надо лечиться травами. И не от раза к разу, а целый месяц, ежедневно. Ну и, конечно же, любить природу, жить с ней в гармонии. И она ответит вам взаимностью.